Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Новогодние огни зажглись на главной елке Туркменистана. Делегация Туркменистана совершила рабочий визит в Афганистан. Гурбангулы Бердымухамедов обсудил перспективы сотрудничества с БУИК и другие новости. В рамках рабочей поездки в город Аркадак национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генеральным директором французской компании «БУИК Туркмен» Алексеем Решевым. В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества. В Ашхабаде на площади перед культурно-развлекательным центром «Элем» озарилась огнями главная елка Туркменистана. Вокруг нее в радостном ожидании волшебного представления собрались тысячи юных ашхабадцев и гостей столицы. Фольклорные и танцевальные коллективы, артисты цирка и театра в карнавальных костюмах, сказочные герои. На праздник прибыла новогодняя процессия Аяз Бабай и Гарпамык в сопровождении любимых сказочных персонажей. Высота главной елки Туркменистана составляет 44 метра. Президент Сердар Бердымухамедов направил поздравления президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и народу страны по случаю Дня независимости. В своем послании глава Туркменистана подчеркнул важность укрепляющегося сотрудничества между двумя государствами и отметил значимость недавнего официального визита казахстанского лидера в Ашхабад. Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Миредовым совершила рабочий визит в Афганистан, где обсудила с афганскими коллегами ход реализации совместных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов. В Ашхабаде состоялись встречи председателя торгово-промышленной палаты Туркменистана Мергена Гурдова с послами Эфиопии и Бразилии. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений между странами. В Грузии прошли исторические президентские выборы, на которых Михаил Кавелашвили, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», был избран президентом. Эти выборы стали первыми в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией. До прихода в политику Кавелашвили был известным футболистом, выступавшим за «Динамо Тбилиси», «Спартак Алания», «Манчестер Сити» и сборную Грузии. Австрийская столица получила награду Евросоюза за исключительные усилия по адаптации городского пространства для людей с ограниченными возможностями. Город продемонстрировал комплексный подход к обеспечению доступности всех городских сервисов и инфраструктуры. Практически все станции метро, а также более 95% остановок общественного транспорта оборудованы специальными приспособлениями для удобного передвижения. Исполнительный комитет Международной федерации самбо утвердил календарь соревнований на 2025 год, согласно которому чемпионат мира по самбо пройдет в Ашхабаде с 7 по 9 ноября. Турнир будет включать соревнования по спортивному самбо среди мужчин и женщин, боевому самбо среди мужчин и женщин, а также самбо слепых среди мужчин. Иранский футболист туркменского происхождения Сердар Азмун стал обладателем Суперкубка ОАЭ в составе дубайского Шабаб Аль-Ахли. Решающий матч за трофей между командами Аль-Васл и Шабаб Аль-Ахли завершился со счетом 2-2 в основное время, где победу одержала команда Азмуна. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.